Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года. Только мы сегодня не будем смотреть события на эту неделю. Они у нас у всех примерно одинаковые. Мы все дома на карантине. А вот возможности выхода из кризиса и совет от карт мы посмотрим. Что нам лучше всего на этой неделе делать? Вот эта карта недели, это отношения, работа, финансы. Это карта удачи, проблема и решение проблемы. Совет на неделю. Итак, выпадает у нас восьмерка червовая как основная энергия недели для рыб. Ну и так как у нас эта неделя такая эмоциональная, да, то вам, в принципе, стоит контролировать, конечно же, то, что происходит вот на душе, да, то, что вырывается из подсознания, потому что будет, скорее всего, кидать то в радость, то в печаль. Скорее всего, может быть, даже там с близкими людьми могут быть какое-то непонимание, ссоры и так далее. То есть вот очень эмоциональная такая карта. Но и рыбы, они тоже у нас очень эмоциональный знак, очень глубоко чувствующий. Поэтому, в принципе, эта карта вам очень хорошо подходит. То есть можно себя, допустим, в творчестве очень хорошо проявить. Можно чувствовать других людей. Можно там помогать, допустим, да, вот как психолог, допустим. То есть, с одной стороны, эта карта для вас очень хорошая. Единственное, что нужно контролировать свои эмоции, не выпускать их, как бы не пускать их на волю, да, потому что если за ними не следить, они могут навредить и вам, и вашим близким. Для отношений король бубновый выпадает, и, скорее всего, здесь у вас на первый план выходят вопросы финансовые, вопросы стабильности, обеспечения, вопросы там, деятельности, коммерции. Если у вас свое дело, свое предприятие, вот семейное, то значит своего семейного дела и так далее. Кроме того, здесь карта говорит о том, что вы можете, либо вы, либо ваш партнер, то есть либо вы вместе, либо ваш партнер, либо вы отдельно захотите рисковать на этой неделе. Но что вот из этого закончится, что из этого получится, скорее всего, это закончится вот 50 на 50. То есть если вы хорошо подготовитесь, хорошо все продумаете, будете компетентны, то удачно все будет. Если же вы что-то упустите или, допустим, не имеете достаточно опыта в каких-то делах, или в коммерческих сделках, то здесь вот может быть проблема. Поэтому, если вы вот затеваете что-то, какое-то коммерческое, может быть, предприятие, то обязательно нужно посоветоваться с людьми более такими сведущими, да, у кого опыт есть в этом, либо вот самим тоже чему-то поучиться, да, чтобы вы уверенно себя чувствовали. Но просто здесь вот смотрите, здесь может быть работа с какими-то документами, бумагами, и вы можете пропустить какую-то важную вещь, ошибиться, да, вот, вернее, будет ошибка в документах, а вы ее можете не заметить, и это может не очень хорошо для вас закончиться. Поэтому, если какие-то важные дела затеваете на этой неделе, то обязательно нужно приглашать специалистов, которые вам в этом могут помочь. Если особенно с бумагами работа, да, то нужно обязательно здесь хорошенько все прочесть. То есть не подписывать бумаги, если не разбираетесь в какой-то части информации. Нужны советники. Для работы здесь выпадает карта Валет Пиковый. Она говорит о том, что у вас либо новая работа может быть, либо новое дело, если вы, допустим, своим решили заняться чем-то, да, то есть, допустим, хобби решили сделать своим делом, да, зарабатывать на нем. Либо здесь какое-то новое направление в деятельности, либо что-то связанное тут у нас с детьми, может быть, да, там воспитание, обучение и так далее. Может быть, кто-то, у кого-то тут как детский сад, да, вы, допустим, может быть, берете там деток для того, чтобы за ними присматривать, и вот на этом зарабатываете. Тоже может быть такое.
Ну, вообще карта говорит о том, что, скорее всего, будет для вас эта неделя трудная, если вы что-то начинаете, потому что опыта еще нет, вы можете ошибаться, чувствовать себя неуверенно, приходится как бы много узнавать новой информации, как-то ее систематизировать и так далее. Но в любом случае, смотрите, если подойти к этому вопросу серьезно и старательно, то для вас очень хорошие перспективы открываются. Тем более, что вот у нас в финансах 8 бубновая, это как раз вот карта открытия какого-то нового финансового источника у вас. То есть у вас, по сути, вот здесь 2 карты, которые говорят о том, что у вас тут новое дело, новое направление, новый источник. Если были проблемы с финансами, вы на этой неделе можете их решить. Или, допустим, не было клиентов, придут клиенты. И либо, допустим, не было заказов от руководства, сейчас тоже появляются заказы и будет оплата. Хорошая вообще карта для денег, тем более, что, знаете, могут вообще приходить неожиданные какие-то деньги. Может быть, даже вот вы вообще не знали, откуда могут взяться деньги. Допустим, нет денег, да, и вот вдруг на этой неделе как-то неожиданно, непонятно откуда, вот необходимая вам сумма приходит. Также, знаете, вот в финансах может очень скоро либо предложение какое-то поступить, либо разрешится какая-то ситуация, связанная со сделкой какой-то коммерческой, да, либо продажи, вот если вы, допустим, коммерцией занимаетесь, начнутся продажи. Или, допустим, если вы хотите купить, продать недвижимость или машину, тоже здесь может неожиданно найтись покупатель или неожиданно есть возможность завершить сделку. Как-то вот трудно, если ситуация была, она очень легко тут разрешается на неделе. Тем более вот просто вот удача какая-то приходит к вам. Проблема для рыб, король трефовый, карта говорит о том, что проблема в том, что нет стабильности, проблема в том, что ситуация постоянно меняется, она неопределенная, и есть как бы такое вот смешение настроений, да, то нам хорошо, то нам плохо, то мы верим в будущее, то не верим. В общем, такое вот как бы помрачение рассудка происходит, да. Кроме того, проблемой могут быть еще и конфликты. Конфликты между близкими людьми, конфликты между работодателем, конфликты между людьми, которые вам платят деньги, да. И вот здесь как бы важно очень разумно действовать, чтобы не сделать себе, ну, короче, не помешать в дальнейшем себе, да, вот каким-то неправильным поведением. Здесь вот карта, которая очень, как сказать, в общем, энергия этой карты, она очень легкая, быстрая. Если чуть-чуть подождать, оно само просто все проходит, рассеивается и все. То есть не стоит даже того, чтобы об этом думать. И здесь решаем проблему 9 трефовая. Карта говорит о том, что либо нужно много работать, либо нужно там заниматься своей карьерой, должностью, профессией, либо придется, знаете, как-то выкручиваться, манипулировать. Ну, конечно, здесь все должно быть в пределах закона, да, это не должна быть манипуляция, которая там на деньги, допустим, кого-то опустит, скажем так, да, но вот здесь нужно, короче, если манипуляция, то только просто для того, чтобы, ну, не попасть в какую-то сложную ситуацию, да, как-то вот выкрутиться из нее, как-то предприимчивость такую проявить. Но все в пределах там закона и закона государственного и закона человеческого. Теперь удача. Удача этой недели для рыб, туз червовый. Карта говорит о том, что удача будет в каком-то, вот знаете, творческом проявлении себя. Удача будет в создании комфортных отношений, то есть договариваться обязательно, да, делать так, чтобы всем все нравилось, чтобы интересы всех были соблюдены. Кроме того, нужно обязательно учитывать чувства близких людей, да, может быть, нужно больше внимания, заботы, какой-то романтики, может быть, нужно
ну, каким-то творчеством, может быть, совместным заняться. А также карта говорит о том, что неплохо было бы проанализировать ситуацию глубоко, либо проанализировать свою жизнь прошлую, либо то дело, которым занимались в прошлом, да, для того, чтобы сделать какой-то выбор на будущее. Прям вот карта говорит о том, что неплохо было бы с подсознанием как-то разобраться. Может быть, оно как-то сдерживает, мешает, да? Какие-то, может быть, страхи дает или неуверенность. В общем, неплохо было бы с этим разобраться. И как совет на неделю дама червовая говорит о том, что нужно решаться на перемены. Нужно, может быть, даже решаться кому-то на переезд. Или кому-то важно, чтобы ребенок появился в семье. В общем, какие-то вот то, что для вас важно, да, вот то, над чем вы задумываетесь, это и есть, ну, как бы перемены именно в этой области. Кроме того, вот знаете, может быть, какие-то неожиданности происходят, особенно вот в вашей семье, в вашем окружении. Какое-то вот неожиданные известия могут приходить. И нужно правильно на них реагировать. Вот эта карта говорит о том, что все, что бы ни происходило, особенно неожиданное, оно все улучшает ситуацию в будущем, даже если это вот вначале так не кажется. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!